10 тысяч вакансий представили сегодня на специальной ярмарке в Северо-Восточном федеральном университете. Она проходит уже в 3-й раз. 160 компаний представили для молодых специалистов различные вакансии, в том числе промышленные, педагогические и медицинские, рассказывает Розалия Борисова. Более 10 тысяч рабочих мест сегодня предложила молодым специалистам 3-я ярмарка вакансий. 160 компаний. Именно столько организаций были готовы принять на работу молодых специалистов. Порядка 80 вакансий в северных улусах. Некоторые соглашаются, трудоустраиваем. Но, конечно, проблема на данный момент, что молодежь не хочет ехать в северные улусы. Ехать молодые люди действительно не готовы. В приоритете работа в столице республики. Только потом рассматриваются вакансии в районах, и то ближайшие населенные пункты. Условия в основном, по-моему, выезд, вне города Якутска. Если отправят в ближний район, допустим, Намский район, либо Покровский, то и с условием жилья, если предоставят, то я, наверное, скорее всего поеду. А если предложат там северные районы, скорее всего, я не готова к этому. Но все же вакансии в северных районах пустыми не остаются. Педагоги готовы лететь на север. В этом году в нашей школе нужны учитель биологии и учитель физической культуры. Но пока подошли, собеседование провели с несколькими выпускниками этого года. И будем думать, если согласятся, приедут работать. Всего за полчаса многие уже успели подать заявление и пройти собеседование в нескольких местах. А кто-то только присматривает подходящую должность. Преподаватель истории ищу. Пока подал резюме Намский улус и Мегино-Кангаласский улус. Я хотела бы, по идее, устроиться преподавателем или ассистентом. А по моей специальности я еще пока не нашла. Вот смотрю, они тут оказываются на 3-м этаже. Надеюсь, что-нибудь да подберу. Сам по специальности я горный инженер. И вакансий нашей специальности нету. Надо подходить, спрашивать, узнавать. В основном везде требуются механики, электрики, погрузчики, водители. А именно по моей специальности надо подходить, спрашивать, искать. Но тут, по словам специалистов, надо понимать, в промышленной сфере движение по карьерной лестнице начинается с самой нижней ступени. Если взять промышленность, то, конечно же, рабочие кадры, они более нужней. Инженер как профессия, она очень востребована. Но выпускник, который только что вышел с дипломом, конечно же, ему не дадут работу инженера. Он будет помощник инженера, он будет бурильщиком, то есть он будет работать сначала по рабочей специальности. И, конечно же, с опытом работы его будут переводить на инженерные должности. Во время ярмарки также прошли мастер-классы для молодых специалистов, как правильно заполнять резюме, грамотное собеседование. Розалия Борисова, Сергей Васильев, НВК «Саха», Якутск.